Самое простое из непредвиденного, что может случиться с вашей квартирой, это потоп со стороны соседей. Но есть более серьезные ЧС. Это пожар, оползень, сель, землетрясение и другие стихийные бедствия. Из-за них человек рискует остаться без крыши над головой. Поэтому так важно заранее застраховать свое имущество. Сделать это можно в государственной страховой организации. Застраховать можно не только имущество, но и себя. Первыми так называемый полис жизни и здоровья у госкомпании приобрели игроки чуйской команды по Кокберу Сары Өзен. По словам спортсмена Нурдина Болотпекова, в этом виде спорта игроки частенько получают серьезные травмы. На сегодня полис для игроков Кокберу минимально стоит 2800 сомов, а сумма страховой выплаты может достигать 200 тысяч сомов. Страховая защита жизни и здоровья человека – это требование времени. Наша команда уже получила страховку, и в случае получения травмы нам будет выплачена энная сумма денег. Например, на чемпионате республики в первой игре один из членов команды получил серьезную травму ноги, и он уже получает выплату по страховке. Однако не все кыргызстанцы доверяют страховому рынку. Так, за 8 лет существования ГСО всего было выдано 100 миллионов 319 тысяч сомов пострадавшим от пожаров и стихийных бедствий. Это всего лишь 900 страховых случаев. Ранее уставный капитал компании составлял 1 миллиард сомов. В этом году к нему добавят еще 300 миллионов сомов. Такое решение принято в рамках указа Садыра Джапарова о мерах по развитию страхового рынка. Наша цель – повысить доверие потребителей к страховому рынку. Для этого мы сначала дадим полное финансирование госкомпании и решим ее нормативно-правовые препятствия. Одним словом, мы создадим все необходимые условия для ее деятельности и только потом будем требовать результативную работу. У организации имеется ряд проблем. В стране действует одна государственная и 14 частных страховых компаний. Однако сейчас пришло время изменений, и власти приняли на себя ответственность за поддержку и развитие страховой сферы. Сейчас мы стремимся принести пользу и госказне. Также до 2027 года нами поставлена цель поэтапно выделить ГСО денежные средства в размере 5 миллиардов сомов. Как отмечает экономист Денис Бердаков, в других странах получение страхового полиса – это привычное дело для каждого гражданина, и Кыргызстану уже давно пора следовать этому примеру. Указ президента создает благоприятные условия в страховой сфере, как для жителей, так и для самого государства. Преимущество сегодняшнего указа президента заключается в том, что все наши предприятия, крупные, включая золотодобывающие компании, включая предприятия с госучастием, а это многие компании, как Мегаком, Аэропорт Манас, они все нуждаются в страховке. Чем более мощная экономика, тем более мощный страховой рынок. Если мы говорим про США и Японию, это рынки страхования одни из самых высокодоходных, прибыльных и надежных. Поэтому в Кыргызстане этим законом президент, по сути, создает цивилизованную площадку для того, чтобы они были уверены в том, что бы завтра ни произошло, не дай бог, какое-нибудь очень дорогостоящее оборудование выйдет из строя, могут погибнуть рабочие, не дай бог, или там, что-то случится, например, как на примере ТЭЦ, всегда будет такой государственный фонд, откуда можно будет перечислить 5-10 миллиардов сомов и решить эту проблему. Отметим, если ваше жилье находится в пределах городской местности, страховой взнос составляет 1200 сомов, а сумма компенсации до 1 миллиона сомов. В селе ежегодная оплата составляет 600 сомов, размер компенсации – 500 000 сомов. Рахат Батырбеков, Руслан Бароненко, ЛТР Бишкек.